Уже через пару месяцев на этом пустыре должен появиться современный спортивный комплекс. Около недели назад строители приступили к работе. Сняли около 40 сантиметров грунта и вместо него наполняют основание будущего комплекса песчано-гравийной смесью. С той стороны у нас будет первая часть волейбольная площадка. И в середине у нас будет 30 на 60 футбольная площадка. Дальше идет баскетбольная площадка. И по бокам у нас рассчитана воркаутные площадки, турникеты, эти все моменты. И вдоль периметра у нас вокруг футбольного поля беговая дорожка на 100 метров. Донесли балласт, сантиметров 40 тоже уплотнили, укатали нижнюю часть, и завтрашнего дня тоже укатываем верхнюю часть и делаем один слой песчано-глиняной смеси для устройства асфальта. На укладке асфальта работа подрядчика заканчивается. Далее к установке снарядов, спортивного инвентаря и оборудования площадок приступят Министерство по физической культуре и спорту. Все работы планируют завершить до конца 2022 года. Здесь мы готовим основание со своей стороны. Это общая площадь, это 4200 квадратных метров. Далее Министерство спорта уже монтируется непосредственно оборудование спортивной площадки, которая здесь будет. Работы идут в полном объеме. Мы контролируем. Для нас самое главное именно качество полей. Все идет по плану. Сейчас уже к завершению будем уже асфальтировать. И в ближайшее время уже будем поставлять оборудование. Все по плану идет. Мы контролируем, мониторим. Самое главное, я повторюсь, это качество спортивных полей. Это важно, это для нас на первом месте стоит. Новая площадка строится в рамках программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Благодаря этой площадке, а еще физкультурно-оздоровительному комплексу, который планирует начать строить в ближайшее время, у молодежи Сунжи будет место для занятия спортом. Я сам уже где-то лет 18 в спорте, поэтому прекрасно понимаю, насколько это важно для наших ребят. Особенно учитывая тот факт, что молодые ребята, они такие у нас энергичные, и им некуда девать свою энергию. Сегодня у нас появится новая спортивная площадка «Уна», где смогут тренироваться ребята не только из образовательного учреждения, лицея номер 1, но и ребята, которые живут рядом с данной территорией. И в целом это самые основные снаряды, которые необходимы для полноценного физического воспитания нашей молодежи. Главная цель проекта «Спорт. Норма жизни» – увеличить число вовлеченных в спорт людей в регионе до 55% до 2024 года. А строительство этой площадки – еще один шаг к этому. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.